Объект позади меня – пансионат Шицквара. Это в селе Эшера. Территория земельного участка пансионата более 3 гектаров. В 2006 году комплекс пансионата Шицквара был безвозмездно, то есть даром, передан в собственность РЖД. Для тех, кто не знает, расшифрую – Российские железные дороги. Учредителем и единственным акционером РЖД является Российская Федерация. Спустя 16 лет после столь щедрого подарка, а именно в декабре 2022 года, РЖД продало пансионат Шицквара предпринимателю из Хабаровска Федору Петрову. Объект на берегу моря с земельным участком свыше 3 гектаров обошелся россиянину в 11 миллионов рублей. По разной информации, объект рассчитан на 155 мест и в советское время являлся филиалом санатория Эшера. Отдавая в дар пансионат, мало кто мог предположить, что объект, подаренный абхазским государством России, спустя всего 16 лет будет продан частному лицу, и он спустя год начнет судиться с местными жителями по поводу земли, прилегающей к объекту, а администрация Сухумского района в этом вопросе будет поддерживать нового хозяина. А еще новый владелец пансионата, по словам местных жителей, решил закрыть проселочную дорогу. И не важно, что она была там с давних времен, да и пансионат строился с ее учетом. Не знаю, насколько реализуются грандиозные планы нового владельца пансионата, но по имеющейся у Аяшера информации местные жители не допустят такого самовольства. Остается открытым вопрос, допустит ли администрация села и района закрытия или переноса сельской дороги, по которой ездят жители и дети ходят в школу. О новом владельце объекта Федоре Петрове известно немного. Из открытых источников удалось узнать, что он является учредителем ООО «Южная сетевая компания» с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности – аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. В арбитражных судах России были рассмотрены 12 судебных дел с участием нового владельца пансионата Шицквара, в 11 из которых он был ответчиком. Почему я рассказываю вам об этом? Да все просто. Пример пансионата Шицквара как нельзя лучше демонстрирует дальнейшую судьбу объектов, которые Абхазия дарит или продает за копейки России. Так случилось с Шицкварой, так случилось с госдачей в Гагре, так случится и с госдачей в Пицунде. И я лично сомневаюсь, что Федеральная служба охраны России, которой президент Бжаня и парламент Абхазии отдали в собственность госдачу Пицунда, будут ждать 16 лет для того, чтобы распродать ее частями или целиком.